Это «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Органы ЗАГС проводят государственную регистрацию актов гражданского состояния в порядке, установленном настоящим федеральным законом. О повышении доступности и качества государственных услуг для жителей республики мы поговорим сегодня. Гостья в студии Дарья Слепцова, руководитель управления записи актов гражданского состояния при правительстве Республики Саха-Якутия. Дарья Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот какие задачи стоят перед органами ЗАГС, ну и какие нововведения будут в этом году? Как уже вы сказали, главная задача, которая стоит перед органами ЗАГС Республики, это, конечно же, повышение качества и доступности госуслуг в сфере регистрации актов гражданского состояния. В 2023 году зарегистрировано более 34 тысяч актов. И первое, конечно, над чем мы работали, это 24 апреля текущего года принят закон Республики Саха-Якутия о наделении МФЦ полномочиями по регистрации рождения, за исключением регистрации рождения с одновременным установлением отцовства и смерти. То есть закон вступает в силу с 1 марта 2025 года, и МФЦ у нас будет еще одним дополнительным окном для регистрации рождения и смерти. Также с 2022 года у нас реализована услуга суперсервис рождения ребенка. Если в 2022 году всего 1% родителей регистрировали рождение ребенка через суперсервис, то в 2023 году процент дошел до 36, и в этом году уже около 60% родителей, конечно же, воспользовались суперсервисом. Скажу, в чем преимущество. Это когда суперсервис позволяет подать всего одно электронное заявление, чтобы получить весь комплект документов. Это не только регистрация рождения, это СНИЛС, медицинский полис, ИНН. То есть можно получить весь комплекс документов. И, конечно же, около 50% всех актов в республике у нас регистрируется в городе Якутске. Поэтому с этого года в городском отделе ЗАГС мы, внедрили единый номер телефона с интерактивным голосовым меню. Это красивый номер 509 500. И мы уже посмотрели за последний месяц значительные результаты. Так, среднее время ожидания сократилось в 3 раза. Среднее количество звонков с уникальных номеров, это когда один человек звонит несколько раз, у нас уменьшилось с 2,8 до 1,2. То есть можно сказать, что наши жители города Якутска почти с первого раза дозваниваются до городского отдела. Схему мы меняли 2 раза. До конца года мы еще будем мониторить и исправлять недочеты. Также мы запустили серию прямых эфиров. Каждый месяц наши сотрудники выходят в прямой эфир в ВКонтакте и выступают по всем видам актов, консультируют, какие вопросы могут возникнуть. Следующий прямой эфир у нас будет на тему внесения изменений и исправлений в актовые записи. Следующий прямой эфир будет 18 июля. И если вы пропустили, например, какую-то тему, которая вам интересна, можно посмотреть запись в нашем аккаунте ВКонтакте. Также мы с прошлого года начали работу над тем, что профессии сотрудника органов ЗАГС не учат ни в одном вузе. То есть сразу человек либо с юридическим образованием, либо гос- и муниципальное управление приходит к нам на работу. Поэтому мы создали интерактивную настольную книгу сотрудника органов ЗАГС, в которой наши начинающие сотрудники могут найти не только образцы ходатайств в суд, не только увидеть формы отчетов, как их заполнять, в какие сроки, не только разъяснение Минюста России по сложным вопросам регистрации актов, но и можно скачать вплоть до готовых сценариев проведения торжественных регистраций, чествований на якутском и русском.
языках. Также президент нашей страны объявил 2024 год годом семьи. Поэтому для создания условий, для развития интеграции иных альтернативных способов разрешения семейных споров и конфликтных ситуаций в городском отделе ЗАГС мы открыли кабинет медиации. Кабинет медиации у нас, тут нужно различать, что заявление о разводе мы принимаем только при отсутствии совместных несовершеннолетних детей, при обоюдном согласии и при отсутствии спора об имуществе. Но мы как раз-таки решили внедрить кабинет медиации, чтобы таких разводов у нас было меньше. Угу. Ну, очень много изменений, ЗАГС не стоит на месте, действительно. А вот как можно быстро восстановить потерянные или испорченные свидетельства о рождении детей? Да, сейчас период отпусков, семьи с детьми летят на отдых, ну и вспоминают про документы, как водится в последний момент. Ну, я хочу отметить, что у нас по всей территории Российской Федерации единая федеральная информационная система ЕГР-ЗАГС. В случае утраты или порчи повторный документ можно получить в день обращения. Оплачивается госпошлина 350 рублей. Но хочу сказать, если вы в отпуске потеряли свидетельство о рождении ребенка, то родитель может пойти в любой орган ЗАГС, например, в том городе, где вы в отпуске находитесь, да, и получить повторное свидетельство. Вот, кстати, делают ли у нас, да, выездные регистрации брака, да? Если не делают, то почему, да? Мы в фильмах часто видим, да, церемония на берегу моря, у нас на берегу реки Лены тоже можно делать очень красивые церемонии. Да, но дело в том, что федеральным законодательством понятие вообще выездная регистрация, она предусмотрена только при определенных условиях. Это когда человек по причинам, объективным причинам не может подойти, это либо в местах содержания под заключением, да, и либо в больницах. Поэтому форма выездная регистрация брака в любом месте, она законодательством не предусмотрена по желанию. И поэтому мы сейчас изучаем опыт работы Московской области. У них есть интересный проект «Новые адреса счастья». Ну, это удаленные рабочие места сотрудников органов ЗАГС. Да? Мы сейчас это изучаем, но, возможно, в будущем, да, красиво на берегу реки Лена, возможно, регистрация. Возможно, даже будут. появятся такие церемонии, да? Ну, этот год, да, объявлен президентом России годом семьи. Вот какие мероприятия вы запланировали на 8 июля, вот в День семьи, любви и верности? Мы запустили фотоконкурс, объявили фотоконкурс «Моя семья через года». Это участники представляют на конкурс фотографию прошлых лет и фотографию, ну, повтори это через года. Суперприз у нас очень крутой. Это круиз на теплоход на Ленские столбы. Поэтому работы уже поступают. Работы на конкурс мы принимаем до 1 июля. Итоги будут подведены 8 июля. И также мы планируем провести свадебный флешмоб. То есть, надеюсь, будет очень красиво. А как можно подать заявки на участие в конкурсе? Заявки на конкурс можно направить на электронную почту zags.yakutiya@yandex.ru. Вот говорят, да, что люди часто по советам нумерологов меняют имена. Вот сколько стоит такая услуга, и какое время это займет, ну и сколько раз вообще можно менять имя? Ну, хочу сказать, что в 2023 году услугой по перемене имени воспользовались 1820 человек. Это у нас в республике. За регистрацию перемены имени оплачивается госпошлина 1600 рублей. Это за свидетельство о перемене имени. И по 350 рублей за каждый документ, который потом необходимо будет менять. Это свидетельство о рождении детей, о браке и так далее. Заявление рассматривается в течение 1 месяца. И количество, сколько раз можно менять имя, не ограничено законодательством. Поэтому... А можно ли менять фамилию? И вообще, какие могут быть для этого основания? Можно менять и фамилию, и имя, и отчество.
по желанию заявителя. То есть именно по желанию заявителя, да? Мгм. А вообще, есть ли в ЗАГСе, да, какие-нибудь привилегии для участников специальной военной операции? Конечно, для участников специальной военной операции у нас предусмотрена ускоренная регистрация актов гражданского состояния. Например, если сроки регистрации браков у нас составляют 1 месяц, то для участников специальной военной операции у нас мы можем зарегистрировать браков в день обращения. Да. Мгм. Ну вот, если помечтать, да, на ваш взгляд, как изменится работа органов ЗАГС в будущем, например, да, лет через 10? Ну, наверное, в наш век все быстро меняется, новые технологии и так далее, поэтому мы ожидаем, что будет все-таки реестровая модель оказания услуг органов ЗАГС. Когда бумажные свидетельства уже не будут выдаваться, это будет единая система, сотрудник органов ЗАГС будет вносить в систему данные, и через госуслуги гражданин будет просто получать выписку выписку из единой системы ЕГР ЗАГС. Также у нас должна быть реализован еще один суперсервис, как рождение, это суперсервис утрата близкого человека, по аналогии с суперсервисом рождения ребенка, когда пособия по потере кормильца будут назначаться проактивно. То есть не надо будет никуда ходить, писать заявление. И, ну, если фантазировать, можно подумать, что браки, возможно, будут заключаться по биометрии. То есть не нужно будет предоставлять, например, паспорт. Но если уж слишком фантазировать, то, наверное, возможно и онлайн-заключение браков. Ну, действительно, почему бы и не в режиме онлайн, да, учитывая, что раз уж мы встали на путь, да, цифровизации, я думаю, что и до 30-го года многое из того, что вы озвучили, уже будет реализовано. Андрея Васильевна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Ну, желаем нашим органам ЗАГС развиваться, процветать, ну и, конечно, предоставлять услуги в более удобном формате. Большое спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.